Здравствуйте! Сегодня мы с вами заканчиваем уже наш сет со стикерами, мастер-класс наш. И сейчас у нас уже есть несколько наших элементов. И сегодня я покажу, как делается сама обводка для стикеров. Но прежде чем мы это сделаем еще один объект. Это будет медвежонок, так как мы его наметили в нашем плане. Все-таки решила его вам показать. Берем такой цвет светлый, так как у нас уже есть похожие цвета под мишку, мы его и будем использовать, эти цвета, потому что цветовая палитра, чем она ограниченнее, тем она лучше будет смотреться. То есть не надо использовать все 10 цветов и так далее, достаточно нескольких цветов. У нас уже есть белый, красный, зеленый, ну и вот бежевый цвет, поэтому мы возьмем такие кругляшки. Обратите внимание, если у вас есть обводка, заходим вот внизу, обводка, нажимаем двойной щелчок и убираем. То есть нам обводка не нужна, потому что у других объектов обводки нет. Это как бы не очень красиво, когда есть обводка. Следующее, что мы делаем, мы сделаем ушки. Ушки будут маленькими кругляшками. Их мы просто копируем, вставляем. Можете это сделать более аккуратно, опять-таки с выравниванием. Также нам нужно сделать туловище нашего медведя. И сейчас я вам покажу, как немножко поменять форму нашего медведя, лица. Да, вот круг — это полный круг, и мы не видим его контуров. Когда я захожу в инструмент узлов нет. У меня есть возможность сделать какие-то такие вещи, но нету самих узлов, да? А мне нужны именно узлы. Так, мы берем наш круг и делаем контур, оконтурить обводку. Тогда у нас вот с этим инструментом мы увидим с вами наши манипуляторы. Здесь мы сделаем, чтобы, голова. Вот этот нижний круг мы возьмем, контурить. Вот этот нижний можем опустить, либо наоборот даже вот так вот собрать, чтобы у нас у медвежонка было лицо немножко такое, да, а здесь потолще, и чтобы поинтереснее выглядело, мы еще можем держать Ctrl и выровнять верхнюю часть головы. Но это вы уже на свое усмотрение. Просто показываю, что есть такие узлы, и что их можно использовать. Также я убираю. Пробел. Ставим ушки. Далее у нас есть наше тело. То же самое мы можем сделать, оконтурить фотку и тоже поработать с формой, вытянуть, сделать форму кружки, чтобы было интересней. Далее мы сделаем черным цветом глаза, нос, да, допустим, нос, глаза. Глаза обязательно делаем копию, чтобы у нас были одинаковые глаза. И здесь можем сделать такую штуку. И также используем, комбинируем цвета. У нас был еще один цвет, темный. Видите, темный перекрыл наш нос. Мы его опускаем на 2 уровня ниже. Получился такой вот эффект. Что у нашего мишки очень толстенькая голова. Чуть-чуть мешаю. Вот. И мы можем также ему сделать здесь. Делаю копию. Оконтурить
объект. Здесь тоже сделаем форму кружки. То есть наоборот. Да, то есть мы можем здесь поиграть с формой. И тоже опускаем его на уровень ниже. Ой, уровень выше. Так, как это у нас так получилось? Вот так опускаем. И также сделаем лапки ему, ножки. Тоже также можем использовать контур, чтобы форма лапки была вот такой, допустим, такой. Копия, зеркальное отражение. И делаем такие же ножки. Опускаем под животик, чтобы не было видно. И делаем тоже зеркальное отражение. Все, у нас есть такой вот медвежонок. Группируем его. Так, нет, все-таки давайте лапки мы тоже спрячем вниз. Вот. У нас получится такой медвежонок, мы его обязательно группируем. Все, на самом деле мы с вами закончили делать наши стикеры. У нас есть несколько элементов стикеров, и мы их будем сейчас увеличивать в размере, располагать их интересным образом на нашей заготовке. То есть у нас элементов не так много, мы можем их расположить так. И главный вопрос у нас остался, последний, это как же сделать обводку для стикеров. Это можно сделать разными способами. Самый действенный в этой программе Inkscape — это создание контура. Давайте я вам покажу на примере медвежонка. Берем медвежонка, делаем ему ему делаем копию, обязательно копировать. Вставка, вид, так, ставить на место. То есть у нас есть теперь два медведя, одна это копия. Мы ни в коем случае не должны двигать. И одну из копий, которую мы сделали, разгруппируем. Также пойдем в контур, сделаем сумма. Если оно так не работает, мы попробуем сделать объединить. Вот у нас появилась объединенная форма. Мы посмотрим, как обстоят дела с этой формой. Так, все раздельно, да, у нас получилось. Пробуем еще раз сумму сделать. Так, у нас, конечно, так как Inkscape программа бесплатная, могут быть заминки, проблемы с объединением, поэтому, к сожалению, тут могут быть проблемы. Так, сейчас, минуточку. Так, посмотрим еще раз. У нас есть медвежонок и его копия, которая стояла на месте. Здесь главное все разгруппировать, чтобы все объекты, каждая была опять по отдельности. После этого делаем сумму. И вот, ура, у нас получилось. Объект — это его контур. Мы заливку убираем, а обводку, наоборот, делаем. Здесь он должен быть белого цвета. Вот здесь есть ползунки цвета L. Переводим на 100. Либо в RGB можем сделать все 255 и так далее. Либо мы можем стандартно попробовать использовать другие
схему цвета, но так тоже. Нам нужен, в общем, белый цвет. Также стиль обводки. Делаем обязательно толщину побольше. Так, слишком. Вот, ну, примерно так. Но обратите внимание, что обводка, она вышла за границу, поэтому мы его опускаем ниже. Она должна быть как бы под медвежонком. Все, у нас получилась вот такая граница. Теперь можно будет по нему резать, либо сдать в издательство, то есть полиграфию, где вам смогут сделать по границам лазерную обрезку. Вы сможете как наклейку расклеивать ваши стикеры. Остается только оконтурить обводку. Все замечательно. У нас есть объект. Подождите-ка, оконтурить обводку. Объект и его белая граница. Все. Можем его Ctrl-Group и сгруппировать. Все, таким же образом вы делаете все остальные объекты, подготавливаете с обводкой.